Шоплопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 67-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами пройдем два небольших диалога, а затем отработаем произношение некоторых звуков с помощью скороговорок. Итак, давайте не будем откладывать долгий ящик, сразу приступим. Итак, диалоги на абазинском языке айчажераква. Айчажераква. Да? Давайте обратим внимание на выделенные буквы. И давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Итак, сейчас появятся мои варианты, да, с помощью слов, с помощью которых можно запомнить произношение выделенных звуков. А вы можете написать в комментариях свои варианты, какие у вас есть предложения слов, с помощью которых можно запомнить произношение выделенных букв. Итак, первая буква, которую мы разберем, это буква Ч. Пишется буква Ч как Ч, В. Произносится как Ч. Чтобы нам легче было запомнить, как произносится эта буква, мы используем вот такую подсказку. Чарта. Запоминаем букву Ч с помощью слова чарта. Чарта на абазинском языке – постель. Букву Ж, вот она желтеньким выделена, букву Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке – Ж. Да? Обратим внимание, что буква Ж пишется как Ж, В. Букву же К, которая пишется как КВ, мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Итак, давайте еще раз напомним себе, что диалоги на абазинском языке айчажераква. Айчажераква, да? Это уяснили. Двигаемся дальше. Теперь вот начнем читать диалог. Алло, узчажума? Сызчажит, ячеип тахыз. Алло, узчажума? Сызчажит, ячеип тахыз. Перевод. Алло, можешь говорить? Да, могу. А что? Ну или, если еще вариант, да? А что ты хотела? Можно так перевести. Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв, а после этого еще раз прочитаем предложение на слайде. Итак, начнем с буквы Ч. Мы только что вспоминали, да, с помощью какого слова мы запоминаем произношение буквы Ч. Еще раз себе напомним, что букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Ч, чарта. Рахайкибзита. Следующую букву мы с вами разбираем. Следующая буква – это буква Ж. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Следующее, посмотрите, теперь двигаемся к слову сызчажит. Да? Сызчажит. Звук Ч мы уже разобрали, звук Ж разобрали. Следующий звук – это звук Т. Пишется как Т-палочка. Да? Т-палочка. Мы запоминаем этот звук с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Так, разобрали звук Т. Переходим к слову ячия. Ячия. Звук Ч, вот он красным выделен. Звук Ч мы пишем как Ч, палочка, В. Да? Ч, палочка, В. Произносится как Ч, как в слове яблоко. Ча. Теперь обратим внимание на слово ептакыз, звук Х. Пишется звук Х, как Х, твердый знак. Мы с вами запоминаем звук Х с помощью слова шапка. Х, хлпа. Х,
хлпа. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. Таким образом закрепим правильное произношение этих букв. Алло, вызджажума, сызджажит, яджеиптакыз. Двигаемся дальше. Щебжан чарау айхвашма, штас найхвашт. Еще раз давайте прочитаем. Щебжан чарау айхвашма, штас найхвашт. Перевод. Приедешь на обед? Да, приеду. Теперь обратим внимание на слово щебжан. Мы видим звук «ж», который пишется как «ж» мягкий знак. Да? «Ж» мягкий знак произносится как «ж». «Ж». Давайте теперь вспомним, что звук «ж» мы с вами запоминаем с помощью слова «кузница». Кузница на абазинском языке «жира». То есть звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «жира», то есть «кузница». Так, щебжан, чара. Слово чара очень легко и просто прочитать, да? Уайхвашма. Уайхвашма. Мы здесь видим звук «г». Звук «г» пишется как «г» палочка, да? Мы видим это. Произносится как «г». Мы с вами запоминаем произношение буквы «г» с помощью слова «весна». Весна на абазинском языке «гапн». «Г» «гапн». Вот как мы запоминаем этот звук. Здесь все мы разобрали. Шта снайхвашт. В слове шта все легко и просто. Снайхвашт. Тоже несложное слово, только вот на конце звук т. Давайте обратим на него внимание и запомним, что звук т пишется как т-палочка, произносится как т. Произношение буквы т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Сова, да, на абазинском языке. Разобрали все выделенные буквы, теперь нам будет легче с вами прочитать предложение на слайде. Давайте прочитаем. Щебжан чарау айхвашма, штас найхвашт. Щебжан чарау айхвашма, штас найхвашт. Янбаку, асахат альбаквак аннадзара. Янбаку, асахат альбаквак аннадзара. Когда? Около 2 часов. Теперь разбираем выделенные буквы. Янбаку, то есть когда, да, во сколько примерно интересуется. Когда приедет Янбаку, здесь мы видим звук О. Звук О пишется как К, палочка, В, да? Не самый простой звук, давайте еще раз обратим на него внимание. Звук О пишется как К, палочка, В, произносится как О. Запоминаем произношение звука буквы О с помощью слова омж. О, омж. Омж – это национальная мужская абазинская одежда, да? О, омж. Асахат альбаквак аннадзара. В слове асахат мы видим звук х, пишется как х палочка, да? Х палочка произносится как х. Точно так, как в слове груша. Ха. Х. Ха. Альбаквак. В слове альбаквак мы видим целых 3 интересных звука. Давайте разберем каждый из них. Звук г пишется как г палочка в. Да, зеленый вот он. Г палочка в произносится как г. Точно так, как в слове гнездо. Г. Гора. Г. Гора. Постарайтесь запомнить, так с помощью таких подсказок гораздо легче становится писать на родном языке. Звук К, посмотрите, вот он где встречается. Альбаквак, да? Вот красным выделен. Звук К пишется как КВ с помощью 2 согласных. Запоминаем мы его произношение с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К. Крыша. Теперь смотрим на последний звук в слове альбаквак. Звук К. Звук К пишется как К палочка. Да? К палочка. Мы с вами запоминаем произношение звука К с помощью слова калина. К корма. К корма. Теперь обратим внимание на последний звук аннадзара. В слове аннадзара мы видим звук дз.
Звук «дз» пишется как «дз». Легче всего запомнить произношение звука «дз», конечно же, с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. Янбаку асахат альбаквак аннадзара. Янбаку асахат альбаквак аннадзара. Яуашт хвуз пшит бзила. Яуашт хвуз пшит бзила. Хорошо, ждем. Пока. Теперь обратим внимание на выделенные буквы и напомним, мы их уже разбирали, просто быстренько себе напомним, чтобы лишний раз повторить. Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Пишется звук «т», как «т-палочка». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «груша». «Ха». Да? Звук «х» пишется как «х-палочка». Еще раз прочитаем предложение на слайде. Яуашт хвуз пшит бзила. Яуашт хвуз пшит бзила. Следующий диалог небольшой тоже разберем. Алло, мма. Алло. Яджия яншаз Рустам. Алло, мама. Алло. Что случилось, Рустам? Звук «л». Конечно, это простой звук. Нам с вами очень легко догадаться, как пишется звук «л», потому что те же самые правила распространяются на этот звук и в русском языке. Звук «л» пишется как «л» мягкий знак. Мы с вами его запоминаем с помощью слова «лягян». Ну, таз, да? «Л» – «лягян». Теперь переходим к более сложному слову «яджия». Яджия, звук «ч», да? Мы сегодня уже встречали этот звук. Давайте посмотрим, можем мы вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем этот звук или нет. Если можете, пишите в комментариях. Звук «ч» пишется как «ч» палочка «в». Мы с вами произносим его как звук «ч» и запоминаем с помощью слова «яблоко». Яблоко на абазинском языке «ча», «ч», «ча». В слове «яншаз» мы видим звук «г». Посмотрите, как пишется звук «г». Пишется он как «г-палочка», да? Произносится как «г», точно так, как в слове «весна». «Г-гапн». «Г-гапн». Разобрали все выделенные буквы. Теперь нам с вами гораздо легче будет прочитать предложение на слайде. Давайте прочитаем. Алло, мма. Алло, яджия яншаз Рустам. Давайте вот последнее предложение еще раз прочитаем. Яджия яншаз Рустам. А университет апны хлопныдза схушт. Шибжан учама? А университет апны хлопныдза схушт. Шибжан учама? Я до вечера задержусь в университете. Ты пообедал? Теперь разбираем выделенные буквы. Букву «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «гриб». «Х» – «харп». Да? «Х» – «харп». Давайте обратим внимание на то, как пишется звук «х». Звук «х» пишется как «х», твердый знак «в». «Х», твердый знак «в». Произносится как «х», «х», «харп». Дальше. Звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». Обратим внимание на слово «скушт». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гармонь». «Абыз». Да? «Харп», то есть гриб. «Харп». «Абыз». Некоторые путают эти два звука, но вот если использовать такие подсказки, то легко запомнить, где какой звук. «Харп», «абыз», «бина». Да? Так тоже можно. «Хожду». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «кузница». Жира. Ж, жира. Давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. А университет апны хлопныдза схушт. Шибжан учама? Разобрались. Мамо сахат анцра закасацхах. Я уашт хлопнуум куан. Мамо сахат анцра закасацхах. Я уашт хлопнуум куан. Перевод.
Нет, через час перекушу. Хорошо, вечером не задерживайся. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы и постараемся запомнить, с помощью каких слов мы запоминаем их произношение. Да? Все эти буквы мы на сегодняшнем занятии уже проходили, поэтому прям уж подробно не будем останавливаться, просто напомним себе. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «груша», «х», «ха». Да? Звук «к» с помощью слова «калина», «к», «корма». Звук «ц» с помощью слова «дерево», «ц», «цла». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гриб», «х», «харп». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гармонь», «х», «абыз». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова», «т». Звук «п» мы запоминаем с помощью слова «клюква», «п», «прп», «п», «прп». Давайте еще раз прочитаем теперь предложение на слайде. Мамо, сахатк анцра зака сацхах. Я вашт, хлопнул ан. Ясбун вет, бзила. Ясбун вет, бзила. Понял, пока. Еще раз напомним себе, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные буквы. Букву «г» мы запоминаем с помощью слова «весна», «г», «гапн». Букву «г» мы запоминаем с помощью слова «сердце», «сердце» на абазинском языке «г». Букву «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо», «в», «вяра». И букву «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Это мы уже с вами выучили, да? Теперь переходим к следующей части сегодняшнего занятия. Это скороговорки. Давайте для начала вспомним, как сказать скороговорки на абазинском языке. Скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Да? Обратим внимание на выделенные буквы и напомним себе, что букву «х» мы запоминаем с помощью слова «трава». «Х», «хра». «Х», «хра». Звук «к» мы запоминаем с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке. Так, теперь разбираем скороговорку, которая помогает нам отрабатывать произношение буквы «х». Хебра хебра, хябш хер хер, хелей крысп, анах аках. Букву «х» давайте напомним себе, что мы запоминаем с помощью слова «золото». Да? Золото на абазинском языке хябш. Х, хябш. Букву «х», которая пишется как «х» твердый знак, мы запоминаем с помощью слова «шапка». Х, хылпа. Х, хылпа. Букву «п» мы запоминаем с помощью слова «клюква». Клюква на абазинском языке «прп». «П», «прп». Разобрали все выделенные буквы. Давайте еще раз прочитаем скороговорку. Хебра хебра, лхябш хер хер, хелей крысп, анах аках. Хебра хебра, лхябш хер хер, хелей крысп, анах аках. Разобрали здесь все. Следующая скороговорка помогает нам отработать произношение звука «дз». Напомним себе, что звук «дз» пишется как «д-з». Да? Легко запомнить произношение этого звука. Итак, читаем. Дзадзуна, дзуна ламадза, мадза-мадза, дзыба-дзадзу, языналардзад. Дзадзуна, дзуна ламадза, мадза-мадза, дзыба-дзадзу, языналардзад. Так, напоминаем себе, что звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». И звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». А теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Дзадзуна, дзуна ламадза, мадза-мадза, дзыба-дзадзу, языналардзад. Теперь следующая скороговорка, которая помогает нам с вами отработать правильное произношение буквы «ц». Напомним себе, что букву «ц» мы запоминаем, что буква «ц» пишется как
палочка, да? Ц палочка. Читаем. Егицакырам цабыргыб, ацагылры цас хазгылт. Егицакырам цабыргыб, ацагылры цас хазгылт. Теперь разбираем выделенные буквы. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова чабрец. Чабрец на абазинском языке ген. Ге, ген. Теперь следующая буква это буква Ц. Букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Букву К мы запоминаем с помощью слова калина. К корма. К корма. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. Да? Клюква на абазинском языке прп. П прп. Букву Х, вот посмотрите на слово хазгылт, мы запоминаем с помощью слова груша. Х, ха. И букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем скороговорку. Егицакырам цабыргыб, ацагылра цас хазгылт. Следующая скороговорка помогает нам отработать правильное произношение буквы Дж. Обратим внимание на эту букву. Запомним, что буква Дж пишется как ДЖ. Теперь читаем скороговорку. Аджир джипхан, падж-падж, ялабадж аджиш. Аджир джипхан, падж-падж, ялабадж аджиш. Итак, разбираем выделенные буквы. Здесь, в общем-то, все просто, да? Букву Дж мы запоминаем с помощью слова чеснок, джиш, дж, джиш. Букву Т с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Разобрали, да? Вспомнили. Теперь читаем еще раз эту скороговорку и стараемся с ее помощью научиться правильному произношению звука Дж. Аджир, джипхан, падж-падж, ялабдж, аджиш. Аджир, джипхан, падж-падж, ялабдж, аджиш. Очень хорошо, молодцы, отлично поработали. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чусаразхат.